У Благовещенского собора Кремля паломники со всей страны. 21 июля у православных день явления Казанской иконы Божьей Матери, чья история неразрывно связана с нашим городом. В шествии принимают участие тысячи людей, и это несмотря на погоду. Верующие идут под проливным дождем. У Богородицы они просят семейного счастья и благополучия, исцеления болезней и мира. Для каждого это особенный праздник. Мы впервые приехали. Вот. Для нас это такое благодатное время. И, в общем, чтобы детей тоже приурочить к такому важному событию. И дождь нам не мешает. Паломники идут с зонтами и в дождевиках. Во главе крестного хода митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Его сопровождает 20 архипастырей Русской Церкви из Читы, Ставрополя и Волгограда. Участвует священник из Новой Зеландии. Паломники тоже приехали из разных регионов. Мы почитаем Казанскую икону Божьей Матери. У нас есть еще младшие дочки, которые родились в Казани. И вчера мы до ночи читали с ними историю, как девочка Матрона, практически ровесница, нашла икону. Это мама наша, заступница наша. Она теплая, всем помогает, и нашей семье помогает. Очень большое имеет значение, потому что Матерь Божия нас везде покрывает, нам помогает. Маршрут крестного хода неизменен. От Благовещенского собора вниз вдоль Кремля, далее Батурина, Карла Маркса и до Большой Красной. Здесь, в соборе Казанской иконы Божьей Матери, ровно в 9 утра начинается праздничная служба. Желающих попасть так много, что храм всех не вмещает. Люди следят за трансляцией на большом экране. Богослужение проводят патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин и митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. В соборе звучат молитвы и молебные пения. Люди знают не только о иконе, но и знают о нашем городе. И каждый хочет приехать и убедиться лично, насколько здесь тепло и душевно живется под покровом Пресвятой Богородицы. От явления этой иконы очень многое произошло чудес и добрых дел. Праздничные службы прошли практически во всех храмах Татарстана. В этом году верующие отметили 445-летие явления чудотворного казанского образа и 3-ю годовщину воссоздания Казанского собора. Алена Струминская, Альбина Минаева, ТНВ, Казань.